Республиканский праздник Торатау-Йейыны проводится впервые. Участие в нем приняли гости со всей республики, а также делегаты 5-го Всемирного Курултая-Башкир. Основная цель – познакомить присутствующих с многонациональной культурой и традициями народов Республики Башкортостан. В рамках мероприятия Торатау-Йейыны прошел и районный Сабантуй – чествование людей земли и передовиков производства агропромышленного комплекса района – ежегодная традиция. Этот праздник для нас, ишимбайцев, которые в течение многих лет доказали и доказывают о том, что мы тоже вносим свою лепту в великое большое дело. Обеспечиваем свой Башкортостан хорошим хлебом, хорошими сельхозпродукциями. И в течение многих лет наш Ишимбайский район показывает устойчивое развитие и тенденцию по увеличению вот этих показателей. Хлеборобы, трактористы, зоотехники, операторы машинного доения и многие другие профессии. От них, их каждодневного труда зависит то, что окажется завтра на наших столах. Наградили за передовую, больше молока. Стараюсь каждый год добросовестно работать свое дело. Желаю другим здоровья, счастья, долгих лет жизни, чтобы также трудились и получали награды. Почетными гостями праздника стали руководитель республики Ради Хабиров и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, приехавший в Башкортостан по приглашению Всемирного Курултая-Башкир. Руководитель Башкортостана вручил государственные награды лучшим работникам различных отраслей экономики и социальной сферы Ишимбайского района. На празднике по самым скромным подсчетам собрались от 30 до 50 тысяч зрителей со всей республики, для которых организаторы подготовили разнообразную программу. Гости наблюдали за национальной конной игрой «Элак», суть которой – завладеть тушей козла и доставить ее к финишу. Здесь состязались спортсмены из Ишимбайского, Баймакского и Бурзянского районов. Свое умение показали мастера конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука. Стойка на ногах, друзья, ваши аплодисменты! Это вообще невероятный прием.
на полном скаку. Да, все четверо, аплодисменты! Супер! Башқұртстан, Гүлбістан, Былбылыстан, Нұрбістан, шунда туған, шунда өткен, башқұрт деген арықлан. Шунда туған, шунда өткен, башқұрт деген арықлан. Занимаюсь дрессурой свободной лошади. Свободная лошадь – это когда без уздечки, без седла, свободная лошадь. Это должно быть большое доверие у лошади к человеку. Она должна знать, что вы лидер, что вы вожак. У нас свой табун, я в нем главная, и мы с ней как бы общаемся. Каждый день занимаешься, но это удовольствие для лошади, во-первых. Это как бы ей нравится, она сама идет, для нее это интерес. Для нее это игра. Лошади, они очень любят играть, они подвижные, для нее это игра. А для меня, да, это удовольствие. С неподдельным интересом зрители посмотрели театрализованное представление «Наследники сарматов», основанное на реальных исторических событиях о легендарной сарматской царице Зарине. На празднике каждый желающий смог самостоятельно попробовать свои силы в стрельбе, чтобы понять, каково это – быть потомком древних сарматов. На огромной территории у подножия горы каждый нашел спортивное мероприятие по душе. Это и национальная борьба куреш, футбол, волейбол, стрельба из лука среди профессионалов, армспорт, разбивание горшков, бег в мешках, настольные игры, лазание по вертикальному и наклонному шестам, перетягивание каната, бой мешками на бревне, бег с ложкой, яйцом, с коромыслами на ходулях и множество других мероприятий. людей, красиво все. Мы каждый год вот стараемся здесь быть один раз в году. Нам нравится, поэтому каждый год приезжаем. Сегодняшний Юен, вот сегодняшний Сабантуй, он нас завораживает, потому что такое обилие этнодвориков, столько гостей. Мы в восторге. Спасибо за организацию. Я представляю здесь башкирские паласы. Моя выставка называется «Башкирские наборные паласы», «Осалы палас». На выставку я привезла 5 паласов собственного производства. Это полностью натуральная шерсть и ручная работа. Особенности быта и кухни, традиционными костюмами и народными ремеслами знакомили национальные дворики, организованные районами республики. Каждый из них фактически стал миниатюрным музеем под открытым небом, отражающим многообразие истории и культуры Башкортостана. Здесь же прошли мастер-классы по пошиву костюмов, изготовлению головных уборов, ковров и аксессуаров из различных материалов. Завершил фестиваль Туратау-Ейне нон-стоп-концерт с участием звезд башкирской эстрады, а также выступления Национального симфонического оркестра.
полночь город Уратау озарило грандиозное лазерное и световое шоу.